раньше как-то я на наших правоохранительных органов, как у меня другое видение было. В смысле, если кто-нибудь, например, кто говорил плохие вещи о полицейских, да, я всегда говорил, что будет, что если полицейских не будет, что полицейские нам нужны и прочие вещи, что полицейские это доблестные такие люди, которые там защищают и охраняют нас. Нет, на самом деле я увидел, кто есть на самом деле наши полицейские Казахстана. Если в 90-х были обычные братки, то как бы авторитетные такие, но время настолько так поменялось, что братками сейчас является именно наша вот эта вот полиция, наша правоохранительные органы. Нас пытали, короче, днем и ночью пытали днем и ночью, причем те люди, которые нас пытали, они все время менялись, людей не щадили, убивали, выносили мертвых. Это каким должен быть у нас полицейский, вы представляете? Какие люди у нас в полиции работают? Представляете, чтобы взять женщину, да, которая за 40 лет, да, почти там под 50, по ней видно, да, женщина уставшая, да, представляете? Он ее поставил к стенке, как таким мужской кулак там, она, бедная, аж сознание теряла. Они ее поднимали и дальше били. Вот как берут там 4 за руки, за ноги, там 4 человека тебя приподнимают к тебе к потолку, да, ты хорошенько ударяют тебя об потолок сначала, а потом рывком бросают тебя об пол. Вот такие методы принимались у нас, полицейские применяли. Представляете, там не то, чтобы там какие-то переломы, там все, внутренности, там все. Там. Были такие моменты, когда мы в одном кабинете, да, находились несколько человек. Ребята затихали. Он умер. Его взяли, как животное, подняли за руки, за ноги и утащили. Это был один случай. Потом в камере одного человека притащили и бросили на верхний ярус. Они как притащили? Он сам не пришел, его там не волоком. Нет, они взяли его, короче, как мешок, да, взяли туда, на верхний ярус положили, да, еще боком его положили. Он как боком лежал, так боком и пролежал. 7-8 часов от него не было никакого звука, понимаете? Потом мы поняли, что он умер. Они уже его умершего понесли. После вот этого вот, я не знаю, я нашим правоохранительным органам, я честно скажу, я их ненавижу. Я наших правоохранительных, я не то чтобы им не верю или что-то, нет, я их терпеть не могу. Этих увидел и ОМОНовцев, и соборовцев. Просто мы сейчас слышим, да, что столько-то по телевизору говорят, что вот умерло столько-то человек, да. Говорится, что по Восточному Казахстану погибло всего лишь 3 человека. Но на самом деле умерло намного больше людей. Прокуратура, между прочим, да, это у нас такая организация, да, которая абсолютно нам не нужная жизнь. Вообще не нужная прокуратура, она никак не работает. У нас в Казахстане никак не работает прокуратура. У нас вообще ничего не работает. Когда вот в Володьском роводе лежал, я лично сам видел, минимум 600 тысяч нужно было заплатить, чтобы тебя вытащили с этой передряги. Перед вот этими январскими событиями как-то получилось так, что я как-то разговаривал с человеком с правоохранительных органов, который мне там в ходе разговора он мне сказал, что перед законом все равны. Но не у нас в Казахстане. У нас в Казахстане не все перед законом равны. Біз айтамыз ғой енді халық ашынғаннан кейін шықты. Бизнесмен балалардың шыққанын көрдім мен осыған қаңтарда. Бірақ мен нақты айта аламын. Халық мына биліктің жасап жатқан іс әрекетінен әбден шаршады. Әбден шаршағаннан кейін содан кейін шығып. Қаңтардан келгеннен кейін осы балам туғаннан кейін мен баламның атын әділ деп бостан-босқа қойған жоқ. Неге десеңіз, болашақта осы біздің Қазақстанымызда негізі әділдік болса екен деп. Сондай мақсатпен. Қазіргі Қазақстанда әділет деген ол мүмкін емес нәрсе.